Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Профессиональное искусство немыслимо без традиционной культуры. У каждого народа есть, безусловно, музыкальные люди, но в целом, если говорить, то присутствует такой момент. Есть более музыкальные национальности. Вот. Но здесь вот у нас сочетание очень удачное, потому что и марийский народ музыкальный от природы, и татарский. Вот у нас такая смесь очень удачная у Алины получилась. Культура, она помогает человеку раскрываться. Человек может раскрепоститься. Можно узнавать особенности разных народов. Мне очень нравится Сергей Прокофьев, потому что и музыка отличается от других. Алина, несмотря на увлечение классикой, проявляет внимание к марийской традиционной культуре. Мы ходим на различные праздники марийские, ездим в деревню Марки в Маркинском районе. Там тоже ходим на праздники. Когда ребенок действительно способный, ему вот все подвластно. Вот мы потихонечку начинаем расширять границы и играем разнообразную музыку.
марийская музыка, она имеет особый пятиступенный лад, пентатоника. Еще мне нравится Эшпай, потому что это марийский композитор, и у него тоже очень красивая музыка, красивые произведения. Они очень мелодичные, певные. Волнение, эмоции, огорчение. В Казани прошел второй международный конкурс имени Рудольфа Гуммерта, основоположника музыкального профессионального искусства Поволжья. Для участия в церемонии открытия конкурса была приглашена родственница Рудольфа Гуммерта, его правнучка Эльза Ивановна Толмачева. Она профессиональный музейный работник, служивший экскурсоводом в Театральном музее имени Бахрушина в Москве. Увековечение памяти Гуммерта – это дело ее жизни. Мой прадед закончил Санкт-Петербургскую консерваторию в 1987 году и был как раз стипендиатом великого герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого. И много делал для развития музыки в России. Инициатором создания конкурса стал директор Казанского музыкального колледжа. Казанское музыкальное училище и ее основатель Рудольф Августович Гуммерт – это был блистательный совершенно теоретик, сподвижник, который сделал очень много для открытия музыкальных школ в Поволжье. Именно это был и Сарапул, это там и другие ближайшие города. То есть он не замыкался в рамках Казани. А если говорить о времени основания Казанского музыкального училища, то здесь Казанское музыкальное училище тогда было неким таким центром музыкальной жизни вообще Казани и Поволжья. В составе жюри мэтры фортепианного искусства России и зарубежья. Среди них сын прославленного педагога Казанского музыкального училища Авзала Харудинова, Рустем Хайрудинов. Он профессор Лондонской Королевской академии музыки, сам концертирующий пианист. Всегда интересно, чтобы оценку труда наших детей давали судьи со стороны.
чтобы дети наши не просто в собственном соку купались, а именно получали реальные рекомендации для того, чтобы улучшить свою работу. Если говорить о национальных моментах, здесь вот замечательно вчера в номинации от 10 до 15 лет выступили и представители Йошкар-Олы, и Саранск, и из Мордовии замечательная девочка показала результаты. В целом география тоже достаточно широкая, конечно, без сомнения поднимают планку представителей и нашего города. Москва, Петербург, Екатеринбург, очень сильные студенты были. Дух соревновательности – неотъемлемая составляющая любого творческого состязания. Ни на минуту не покидала участников конкурса. В нем приняли участие 63 талантливых молодых музыканта из 12 городов России. Динара Такмурзиева приехала в Казань из Казахстана. Она студентка Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В возрасте 5 лет мои родители решили, что у меня нет слуха, его нужно срочно развивать. И они зашли в музыкальную школу и нашли педагога. Мы начали заниматься просто для себя, для развития, то есть никаких таких больших целей не было. Но затем, через какое-то время, педагоги в нашем музыкальном колледже, в музыкальной школе в нашей, они поняли, что что-то есть интересное во мне, начали отправлять на конкурсы. И в возрасте 11 лет, это было после 6 лет, с того момента, как я начала заниматься, я участвовала в республиканском конкурсе молодых исполнителей у нас в Казахстане и заняла первое место. И председатель жюри Турар Бергенна, она
была в тот момент заведующей отделением Республиканской специализированной музыкальной школе имени Куляш Байситовой в городе Алматы. И она пригласила меня туда учиться. Было множество конкурсов, множество концертов, где я занимала первые места. И вот теперь я здесь, могу показать то, что я умею, и поучаствовать в этом празднике музыки. Это, мне кажется, большого стоит. В детстве я всегда слышала, как мои бабушки, дедушки, они пели, потому что такой музыкальный у нас все-таки народ казахский, множество песен безумно красивых. И на любых праздниках это постоянно песни, постоянно кюи, когда играют на дамбре и поют вместе с тем. Все это постоянно слышишь, и, естественно, это как-то отпечатывается. И даже сейчас, когда я слышу казахскую народную музыку, все во мне трепещет, потому что это все-таки родное. И я очень люблю классическую музыку, но вместе с тем я люблю и народную музыку. Она прекрасная, на самом деле, казахская народная музыка. У нас самый такой большой праздник – это Наурыз, Новый год, получается, наш. Он проходит в марте месяце. Это большой праздник по всему Казахстану. Это песнопение, гуляния, всякие игры разные народные. Байтерегім сен едің, бір бұршығым мен едім, қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедім, рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, азығынан бір едім, тайғағында тағдырдым, табанды саған тіредім, рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, жаралған сенен сүйегім, арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім, арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім, рахмет саған туған ел, рахмет саған туған ел.
наша консерватория, в частности, каждый год на Наурус у нас устраивает на праздник, концерты. То есть все наши студенты, преподаватели консерватории и просто деятели музыкальной культуры нашего города и вообще в нашей стране, они выступают на этих концертах и продвигают именно казахстанскую музыку, казахских композиторов, возможно, какие-то произведения, которые были забыты, и произведения композиторов современных казахстанских. То есть делает все для того, чтобы наш народ не забыл нашу музыку, чтобы всегда мы знали о том, что она есть. У нас на самом деле на любом конкурсе в обязательной программе есть произведения казахстанских композиторов, классических именно, на любом конкурсе, будь это республиканские конкурсы для детских музыкальных школ, то есть 7-леток, для специализированных музыкальных школ, везде есть в программе казахстанские композиторы. И, к примеру, когда я вернусь в Алмату вот скоро, мы планируем провести концерт, который будет называться «По странам и континентам». И как раз-таки мы будем играть музыку разных стран. Это армянская музыка, музыка Азербайджана, еврейская музыка. И музыка Татарстана, кстати, тоже будет. То есть как-то стараемся продвигаться в этом направлении. Динара получила диплом 3-й степени.
Дружко, коровай крае, дружко.